Смотрите, сколько комара, ребята. Просто облепили все вещи. Не знаю, видно, не видно. Вот они сидят. Все сумки. Все, просто жесть. Охренеть. Вот так вот. Вроде ветерочек, прохладно, а комары прям как какие-то злые, непонятные. Не знаю, штук 100, наверное, сидит. Так. Пенку. Блин, уже палатки комарья сколько. Ничего, у меня есть москитол. Подушку туда. Спальник сюда. Топорик достаем. Так, газ пока нам не нужен. Отлично. Так. Что у нас сегодня, ребята, есть? Есть у нас много чего. Опарик присутствует. Так, червя взял запасом. Червь белый. Ну и по прикормочке что? Ну, сало, ребят. Сало с чесночком. Ирину попросил, нарезала. Значит, кубики большеваты, наверное. Поменьше надо, конечно. Посмотрим. Ах, запах. Сейчас бы сам съел, ребят. С хлебушком. Это еще у меня с прошлого года от Карпомани, ребят. Это у меня насадочная перловка для ловли рыбы. Красная клубника, кукуруза. Прикормку все добавим. Ну и шайба пшена. Это как база. Чуть-чуть пригорело. Ничего страшного.
Так, фидер клубника от Карпомании. Есть пачушка. Водичка уже нет-нет-то уже тепленькая такая, более-менее уже можно что-то подобие такое кидать. Клубнику тут, ой, клубнику, говорю, кукурузу туда же. Она хоть и насадочная, ребят, но там она будет. Крыловку. Поехали. Кстати, будут попробовать насадить. Ну, крючки, ребят, не фидерные, так что туда ее. Ах, пошел запах. Крупная лещ, отмененка. Поехали. Есть торс. Пару пачек, наверное, сразу кинем. А эту оставим. Если их не будет хватать. Пять удильников, 5 кормушек. Прикормки надо много. Пшено мне нравится добавлять прикормку. Она как база идет. Сейчас такую сделаем, знаете, ребят, более такую вязкую. Чтоб на кормушке подольше сидела. Если на фидер, допустим, я делаю более такую рассыпчатую, чтобы кормить в основном. А здесь как бы, чтобы она стояла и поводочки и привлекала. Шлейф шел, поводочки работают, рыбка подходит. Так как не клипсуюсь, так конкретного кормового пятна нету. Стола, пятна, кто как называет. Ну, сейчас воды еще, ребят, 100% водички надо. Будет готово.
Погнали наших городских ребят поближе к деревне. В прошлый раз я показывал, ну, в целом, вот такие кормушки, как называемые тверские. Вот это 100 грамм данной. Вот, конечно, путается немножко. Вот два таких поводочка, ребят, коротеньких. Вот сама кормушка, леска, тут застежка и лепесток, чтобы кормушка быстрее подымалась. Вот. Все, ее на закидушку, ребят. Все те же самые, ребят, мои закидушки. Наутилус Батлер Авди, это 1,80 м, тест 150 грамм. И два поводочка, ребят, на плетенке. Вот. Вот так вот. Это я уже сам вязал, ребят. Так, первую, ребят, на червя. Короче, опять же буду экспериментировать. Черви у меня здоровые. Банка, конечно, неудачная. Неудобная. Ну да ладно. Вот. Прям целичком, ребятки. Блин, комара, ребят, ужас просто. Жесть. Вроде только побрызгался. А уже он жрут. Так, все, забиваем ее прикормочкой. Грязновато, конечно, вот так. Ну, я имею в виду, постоянно надо руки мыть. Чё да как. Поехали. 100 грамм. Первая пошла. На точке где-то 1,4 м, ребята. Вот упала. Вот тут я вот недалеко их 5 штучек поставлю. Будет огонь. Вторая на сало, ребят. Кусочки, не знаю, большие, не большие. Ну, посмотрим, если что, буду резать. Ну и потом добавлять уже сало с опарышем, сало с пенопластом и так далее. Поехали. Хорошо, кстати, стоят они, ребят. Как бы в камни упираются и более-менее держатся. Это, кстати, 80-ка. Ее немножко тащит. Ну, нет, вроде встает. Встала. Так, третью заряжаем. Опарик с пенопластом. Поехали. Далеко. Ладно. Как получилось. Так, пятая, ребят. Сало с пенопластом. Готово. Ну все, красота.
Ну что, да пребудет с нами удача, как говорится. Погодка, конечно, поменялась, ребят. Вот немножко напрягает. Похолодало резко. А так, как бы. Посмотрим. Проведем время 100% четко. Будем. Огонь. Ну вот и летка такое у нас. А по прогнозу весь июнь такой, ребят. Холодный, дождливый. Не знаю, как в июле. Посмотрим. Поднялся в бор. Думаю, пока есть время, надо что-нибудь найти. Там где-то запасы были, пилили когда-то. Посмотрим, лежит, не лежит там. Ну, чтобы потом уже не шуметь, ничего, заниматься рыбалкой, чтобы же к вечеру все готово было. Такие дела. Брусника уже, ребят, цветет. Да, лежит он тут. Кусочек. Сушинку. Сейчас ее тут на 4 части распилю, чтобы отнести. А уже там на месте уже сделаем красиво. Береза здесь упала. А осина. Осина такое. Вот эту попилим.
Все, порядок, ребятки. Ждем первую поклевку. Блин, комаров капец, конечно. Все поедено, все позбито мелочь. Ждем первого подлещика. Здесь, кстати, вот езде никогда, ребят, не было. А так вот яська тоже бы половить. Такую оснастку он бы хватал бы. Милое дело. Ну вот почему-то только лещ. А вот взять вот чуть выше вот пляж, там вот голавль есть, попадается. Здесь он не нравится ему здесь. Все, ждем, ребят, ждем. Первый звон такой. Я надеюсь, он будет. Друг пришел, ребят, смотрите. На прикормку. Красавчик какой. Мы когда с Ларисой сидели, он тоже там был. Приходил. Красавчик. Не боится? В тот раз семечки мы тут ему сыпали. Вот красавчик, а. Мелочушка какая-то. Какая-то мелочушка, ребята. Опарыш с пенопластом вроде здесь, да. И чё? Вот, слетел мелкий подлещик. Густера. Мелкая густера. С кардиостимулятором хожу. Да? Ну, штрудирование делали, да? Нет, стимулятор поставили. А, Он здесь под кожей. 2 провода в сердце. а зачем куришь тогда? Ну, пачку 2 дня курю, в общем-то. Еще отказаться невозможно. Угу. Вот теперь Ну, хуже стало сейчас с этими или получше? так лучше стало. Теперь совсем уже ничего не мог делать. Угу. Пульс 33 удара в минуту сердце делает. А теперь поставили аппарат. 70-80 ударов в минуту. Нормально, как должно быть. Старость не радость, бать, да? Да. Не такой есть, что старый, а уже сердце не все. Что поделать. А я слышал, по 20 лет живут с кардиостимуляторами. Ну, у меня дядька знакомый, я не знаю сколько, лет 15, наверное, точно в стоте ходит. На рыбалку бегает до сих пор. А так тоже уже все. Уже сказали, все, дома никуда не ходи. А он говорит, я говорит, дома быстрее сдохну. Точно. Дома совсем хреново. Ну ты тоже, смотрю, один гоняешь так. Один. Теперь лучше стало. Ну, слава богу. 8 лет дали гарантию, поработает. Там аккумулятор сядет. А, да? Да. Менять опять надо ехать. Ага. Понятно. Ну да, сердце, конечно, это не шутки, блин. Какая-то там супер батарейка, аккумулятор какой-то.
Короче, Быстро тебя тоже надо заряжать, получается, да? Так, если разобраться. Ну, вот сейчас от батарейки и работает. Угу. Ну, конечно, я бы на твоем месте бросил, наверное. Я бросал уже, да, опять начал. Потихоньку курю. Пачку 2 дня. Угу. Тянет. 50 лет курить, да, конечно, тянет. Ну, конечно, да. Тишина, ребят. Мелочушка так подергивает. Густерки, подлещики. Вот такие. Даже ладошки нету. Слышу мотоцикл. Там дорога у нас проходит. И здесь рядом село. Я его проезжаю. Это не мое. А вот. Примерно понял. Думал, кто приехал. В прошлом году когда-то я здесь рыбачил. И вот этот дядька он меня навещал. Самое интересное, ребят, что он приезжает и ну, стоит стан, да, вот, палатка. Я сижу, заготовлены дрова. Вот. Пришел со мной, покурил, пойду спиннинг покидаю. Ну иди покидай. Потом пришел, не клюет, говорит, чай, говорит, попью. Я говорю, вон термос, наливай, пей. Нет. Распаливает костер, у него тут такой чемодан, вода. Сел тут, покушал. Самое главное, что без спроса колин дрова, короче, моим топором. Ну, вообще не спросу, ничего. Но это или старая закалка такая, ребят, знаете. Ну, просто можно же поинтересоваться же, да, как бы. Можно топор взять, вопросов нету, бери. А тут как бы чужие дрова люди заготовили. Ну, как бы мне не жалко, ребят, вообще нисколько. Хоть все пускай спалит, я пойду еще напилю. Просто, ну, это как-то делается так. Ну, люди сидят, ты подходишь, зажигаешь костер без спроса, он мне тут сейчас вообще не нужен. Берет чужие дрова, чужой топор, палит. Как бы. Такой интересный, конечно. В такой возрасте, конечно, мужичок. Как бы тут вопросов нет, ребят, чтобы вы не подумали. Просто, ну, познакомься там, да, поговори там. Чайку давай попьем, пригласи, давай костерок разведем. Ну, как-то, знаете, не по-людски, что ли. Вот. Походу он тут у меня до вечера. Он в прошлый раз тоже тут уже. Я уже бать говорю, ну хорош, говорю, уже. Я говорю, мне дым вот этот, я говорю, хотел посидеть. А он тут раз приехал, у него еще там колонка, радио. Я говорю, музыку хоть выключи. Такой какой-то. Ладно бы был молодой, а тут именно что в возрасте. Ладно, как-то так. Ну и просто, если бы сильно бы я с ним был знаком, там еще что-то. А тут такой, знаете, залетает костер. Просто мне было бы интересно, если бы мы с женой тут раз сидели, он бы приехал, он то же самое бы делал бы или нет. Если жена тут бывает в купальнике ходит, там, не знаю, что-то еще. Такое интересно, конечно. Пойди там разведи костер, там костровище есть наверху. Нет, он прям тут. Надо предложить ему еще в палатку, может полежит. Шучу, ребят, конечно, шучу. Возраст надо уважать, но как бы надо все делать по-людски. Вот. Сейчас в наше время тоже такое, знаете. Вроде бабушка просит на хлеб. Ну, как бы, блин, ну, конечно, там поможешь, да. А женщина с магазина как раз вышла. И у него был в пакете батон с молоком. Она батон, молоко ему дает, как бы не деньги, а хлеб. И наблюдает за этой женщиной. А женщина просто идет и выкидывает в урну хлеб. В возрасте, ребята. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот так вот. Так что здесь не все, конечно, в возрасте, я имею в виду, как-то, знаете, достойны уважения, что ли, или что-то еще такого. Ну, есть такое, прям есть. Я частенько замечал, что мужики в возрасте, помимо того, что сидят на сети рыбачат, так они свинячат очень страшно свинячат. Прям, ну, это вообще никак. Молодежь сейчас, вот, не знаю, с позывами роликов, возможно, убираются. Не только за собой, за чужими. Вот, знаете, вот это вот воспитание, скорее всего, ребят, воспитание. В первую очередь воспитание.
Я бы просто никогда вот так не подъехал, но сидит мужик, сидит. И как бы рядом точно бы не стал там пить чай, костер разводить. Тем более чужие дрова чужим топором рубить. Хрена. Напишите комментарий, ребят, будет интересно. Так, ребят, распаковка. Сегодня положил спиральки от комаров. В прошлый раз ездили, нас чуть тут не загрызли. И купил. Вот мне, кстати, нравится черный, ребят, рифтомид. Ценник, конечно, уже конский, блин, у него. Вот синий нравится, черный. Более-менее работает. Колбаска есть вкусненькая. К чаю приколюхи. Ну, хлебец, понятно, всему голова. Масло всегда с собой. Здесь Алена Сергеевна мне котлеток положила. В контейнере девчонки меня. А здесь какие-то бутики. Хлебушек, огурчик. Вот это, наверное, пойдет. Каша, картошка. Ну, пакеты такие еще есть. Суп, солянка, паста. Кофе, чай. Понятное дело. Там лимонадик у меня еще. К чаю, кофе, шоколадка. Пузыречек. Короче. Сейчас мы все это дело, ребят, шлифанем. В общем, еды, ребят, валом. Картошку вечером, возможно, затушим, пожарим. А так, масло, мука всегда с собой, ребят. Рыба. Не помрем. Не клюет, ребят. В прошлый раз уже клювало. Ну да ладно. Кстати, приехали рыбаки. Машина проехала, вон туда встали. И там слышу тоже люди. Короче, народу на реке, блин, хватает. Лодок никого не было. Ну, одна лодочка была. Вот как-то так. Ну ничего. Посидим. Сегодня ночь, правда, холодная. Ну, что делать? 2 градуса. Охренеть, блин. Гребем, грибы жду, ребят. Грибы жду. Вообще труба. Сейчас опять ездил на разведку. Катался. Пока тихо в лесу. Ну, скоро вот-вот пойдут. Что-то уже по районам начали там одного-двух там находят. Скоро и у нас, ребят, первые грибочки. Ладно, давайте, братцы, будем за возраст, ребята, чтобы мотор работал всегда. Такие дела. И тут ничего не надо говорить, что там алкоголь, там сигареты. Ребята, у меня много знакомых в возрасте, которые дядьки, которые всю жизнь не пили, не курили. А к 40 лет уже все. И уже и с инфарктами, и с инсультами. В общем, сейчас такое, ребят, просто время. Продукты. Вот это все сейчас. Химия вот это. Так что как-то так оно. Давайте за мотор. Что-то девчонки мне тут положили. Видите, еще есть.
Первая ляпочка. Маленькая-маленькая. Ну, не знаю, может выйдут. Возьмем котлеты. Батя погнал домой. Щучка маленькая, говорит, сорвала. А, две щучки небольшие, говорит, сорвалась. Вечерок, ребят, разгулялся. Ну так и должно быть. Все выяснило. Красота. Первый засранец небольшой. Такой ладошка. Ладно, думаю, садок кину, а то садок что-то плавает. Неправильно. Садок, ребят, надо кидать, когда рыба попадется, а не сразу его. Вот эти традиции все надо не нарушать. Ну, будем считать, что это разведчик. Может, сейчас позвенят. А так и, блин, и на это, и на то мелочь как теребит. Понту нет. Ничего пока интересного. Сказал, разведчики пошли. Два подряд, ребята. Не знаю. Будем надеяться, что выход пошел. Подошли наконец-то. Вечерние. Так, и тут у нас эти на пенопласте попались. Пенопласт, конечно, крупный, блин. Поменьше что-нибудь бы. И на зеленый. Розовый ставил. Хрень полная. То бишь цвет тоже, ребят, решает. Ну, не знаю, не знаю. Поглядим-ка мы. Поглядим-ка, поглядим-ка. Димка, Димка, поглядим-ка.
вот и соляночка, ребят, подспела. Отлично. Так, у нас что тут? Состав. Короче, не видно, уже все стерлось, ребят. Короче, нормально. Супчика сейчас покушаем. Вон на реке, ребят, красота. Туманчик стелется. Очень чудесно. Есть на пенопласт. Красавчик. Фух. Нормально. Такой уже, наверное, 500, ребят, 600. Ну, 500. На пенопласт. Зеленый вот и салатовый. Розовый ставил, нифига. На червя, ерши. Наверное, сейчас, ребят, доем суп, да. Заряжу я все на пенопласт. Посмотрим. Ну, хотя бы мелочь его не ест. Ерши вот эти не обгладают. И что-то как-то они там на течении двигаются. Да. Сало тоже, ребят, что-то нифига.
Подсачники, ё-моё. А, сиди тут. Я-то думал, слил, блин. Чуть подсачник не сломал, ё-моё. А, густера, ребят, смотри, какая крупная. Вон какая звонкая. На пенопласт. Вот что клево тянется, ребят. Вон она вылезла. С этой стороны, зараза. Если с этой стороны вылазит луна, клево нет. Ну это у себя здесь. Пальчик поставили. Буква, ребята, R. Значит луна растущая. Если в другую сторону пальчик поставили, буква У. Значит убывающая. Все легко и просто. Но очень огромная, очень низко висит. За этого, ребят, рыбалки нет. Да, я раньше на это тоже такое внимание не обращал. Ну, потом я понял, что да, так оно и есть. Погнали в палатку, ребят. Время уже пол второго. Пол первого. Так. Что-нибудь снимаем. А то что-то очень много наделал, как капуста нафиг. И нож не взял. Ладно. Надеюсь, что все будет нормально. Спальничек холодный, холодный, холодный. Будем греть. Будем тебя греть. Все, ребят, отбой. Поспим, не знаю, будильник будем ставить, наверное. Время час ровно. Опа, что я тут показал вам? Час ровно. Два градуса. Ну, часиков 5 надо вставать. 4. Поставлю будильник. Лень не будет, буду вставать. Все, братва, отбой.
Утро начинается не с кофе. Штаны изорвал вообще. Ребят, доброе утро. Время 5 утра. Честно, ребят, не выспался вообще нифига. Потому что спал очень плохо, маялся и замерз. Вот так тут укрылся. Еще и курткой, в общем. Что-то так дышал, а в спальнике такой дискомфорт, ребят. Хотя как бы раздевался, спал вот тоненьких этих. Правда, вон по швам пошли. Ну да ладно. Солнышко проглядывает, ребят, первые лучики солнышка. Вот здесь долго солнце не появляется, так как стоит лес, и солнце как раз встает с этой стороны. Палатка. Если на той стороне уже как час, ребят, полтора уже солнце палит, то здесь вот она прям, пока вот сюда не выйдет. И здесь прикольно ночевать в палатке. Именно можно поспать летом. Так как вы многие знаете, что вот только солнышко на палатку начинает светить, все, в палатке становится душно, невыносимо, и ты просыпаешься. Я бывал в таких местах, когда ночую, я даже будильник не ставлю, я просто знаю, что будет просто жарко, и ты будешь просыпаться, и ты встанешь как раз с рассветом. Заварил кофейку, ребят, проредил закидушки. Пенопласт был весь на месте. Вообще никто его не бил, не ел. Ночью ничего не выходило. Ну как ночью, под утро уже. И вот только закинул на червя, такой грамм 500 залетел. О. Че хулиганишь? Опять поставил разнобой. Червь, пенопласт, опарыш, сало. В общем, все по-разному, ребят, зарядил. Посмотрим. Ну, вот пока на червя бахнул. Не знаю, посмотрим. А так, все хорошо в целом. Туман вчера стоял. Ну, сегодня. Опа. Ребята, лось вышел. Сейчас я вам покажу его. Охренеть. Стоит красавец. Спалил уже меня. Утром, кстати, частенько вот наблюдаешь. Вышел молоденькую травку пощипать. Слез. Приятно. Может переплывать на дому. Меня спалил. Я все-таки в лес пошел.
чуть-чуть увлажню. Подсыхает все равно. Да, нормально покидал в прикормке-то. Чуть-чуть еще. Короче, ребят, экспериментирую. Кусочек червя с пенопластом, сало с пенопластом, опарыш 2, пенопласт опарыш. Не знаю, может что-то так сыграет. Что-то же должен он брать. Тихо, братик. Такой, ребята. Самый крупный, наверное, сегодня. Опять на червя, да ё-моё. Червяк ему, ребят, подавай. Такой грамм 700, наверное. Очередной перезаброс, ребята, на червя. Время 8:30. Ну, мелочь. Мелочь, короче, бьет. Все остальное не работает. Стоит сало с пенопластом, опарыш с пенопластом. Кусочки разные миксую. Ня. 2 поклевки утренние на червя. Вот, только перезарядил. Там уже все. Червей, наверное, нету.
Ну вот, ребят, порядочек. Думаю, погодка наладилась. Потихоньку разделся. Шорты уже босичком. Ночью тут померзал, ребят, как не знаю как. А днем жарко, блин. Точнее, еще даже не днем, а утром. Прибрался, ребят. Решил почистить поляну. Походил, короче, пожигал весь мусор. Ну, вот так что-то прям настроение такое было сегодня. Осталось только 2 маклахи воды. Вот, пожигал. Все нормально, порядочек. Прибрался в лодке. Лодка стоит, ребят, у меня на воде. Кто знает, постоянно я ее не увожу. Стоит на пристани. Ну и, в общем, постоянно в воде, что-то края начинают уже так, такой, знаете, полосочкой покрываться. Думаю, сполосну. Помыл лодочку по кругу. Люблю порядочек, такой чистоту, ребят. Вон, приятно, глаз аж радуется. Вот, загрузил вещи, в общем, все. Сейчас рыбейку достанем и домой. Правда, пока собирался, ребят, такая поклевка была зверская. Бу-бу-бу-бу, я бам. Тюх, исход. Потом думаю, может остаться. Да не, поедем, ребят, нормально. Опа. Поехали кататься. Поехали кататься. Так, ну что ты, дружочек? Вот по топливу беда. Что-то я... Хватит мне 25 километров, сколько, 22? Не знаю. Так, ребят, ну что, закончил рыбалочку. Выдвигаюсь до дому. В общем, не всегда хотелки, ребят, получаются. Ну, возможность есть. Желание даже такое, да, ну... Такое. 4 таких более-менее, ребят. И там по мелочи. Как бы не пустой, ну... Не знаю. Очень скучно, поклевок практически нету. Мелочь бьет. Так себе, ребят. Ну ничего, в целом, в принципе, рыбалка мне понравилась. Единственное, то, что было холодно, а так такая интересная. Лосик приходил, барандучок. Красота вообще. Ну все, на закидушке, ребят, наверное, заканчиваю рыбалочки. 2 рыбалки было. Первая рыбалка с Фарисой Юрьевной понравилась. Поймали трофея даже. Так себе. На фидер более спокойно, более адекватно. Сидишь, все под рукой, не ходишь. Как бы... Не знаю, в общем, ребят. Ну, можно рыбачить, но не зашло, если честно, не зашло. Водичка падает, ребят. Говорят, что грибочки местами начали выходить. Возможно, сгоняем в лес. А так увидимся на рыбалке, ребят. Все, я до дому. Надеюсь, хватит топлива. Что-то бензина очень мало.